Здравствуйте. В ближайшие 30 минут на канале ТНВ Новости. С вами Даяна Саитова. И смотрите в этом выпуске. Вопросы со снижением поголовья, экспортом и зарплатами. Он или воровать должен, или что-то такое, приходить на работу только чтобы что-то унести с собой. Какие сегодня задачи получили в Министерстве сельского хозяйства республики, расскажет Салават Мухаммадулян. Неожиданное предложение депутатов, как решить нехватку поваров в школах. Использовать армейцев, тех, которые закончили, например, кулинарное училище. Как горячо обсуждается и проверяется тема горячего питания в школах и детсадах, расскажет Вероника Гайнудинова. Развлечение обернулось лечением. На вторые сутки ребенок начал жаловаться на боли в спине. В Казанском батутном центре 3 детей получили компрессионные переломы позвоночников. Как и есть ли шансы на выздоровление, выяснял Рамиль Шайдулин. Небо, самолет и камера. Мы будем снимать красивые борта, делать прекрасные вещи, радоваться общению. В Казани собрались споттеры со всей России. Какие кадры им удалось сделать, увидел Ильгиз Шакуров. Остается или воровать, или думать, что унести с работы. Так высказался Рустам Минниханов о зарплатах сельчан и обратил внимание на эту проблему глав районов и Минсельхоза. Сегодня на Казань-Экспо открылась большая агровыставка и прошла итоговая коллегия ведомства. Она была насыщена не только цифрами, показателями и статистикой. Прозвучал и ряд громких заявлений. Что потребовал президент и кто оказался в черном списке Минсельхоза, расскажет Салават Мухаммадулин. Подведение итогов 2020-го в 2021 для аграриев началось с приятного события. Рустам Минниханов вручил ключи от 43 машин для районных сельхозуправлений. Управление сельскохозяйства – это важнейшее звено в структуре Министерства сельскохозяйства, которое отвечает полностью за весь агропромышленный комплекс. 50 по 60 центнеров. Средняя урожайность нужна для того, чтобы оптимально загрузить машину. Система контроля посева, сбора урожая, тракторы и комбайны с автопилотом. 3-й год подряд коллегия Минсельхоза Республики проходит вместе с масштабной выставкой ТАТ Агроэкспо. Это русские осетры. Здесь вот это осетр, да? Вот ему надо помогать, конечно, в части того, чтобы мальки у него заказ на это. Татарстанские фермеры приглашают президента в гости. Российские компании предлагают свои разработки агрофирмам республики. На экспозиции больше 200 предприятий из 30 регионов. Минимум человеческого фактора. И за счет этого хозяйство экономит время, деньги. Татарстан – один из лидеров АПК страны. В пандемийный год урожай больше 5 миллионов тонн. Ключевой показатель – индекс производства вырос. По стране республика 1-я по молоку, 6-я по сбору сахарной свеклы, 7-я по зерну. Денежная выручка выросла на 14%, составила более 132 миллиардов рублей. Прибыль увеличилась на 3,8 миллиардов рублей. Рентабельность сельхозорганизации с учетом субсидий по ожидаемой оценке 12,8%. На развитие отрасли было выделено бюджетных средств в размере 15,7 миллиардов рублей. А это в первую очередь достижение районов и сельчан. Однако в рейтинге муниципалитетов по отрасли из года в год не меняется список аутсайдеров. И сегодня глав этих районов в очередной раз призвали начать плотную работу с хозяйствами и инвесторами. На протяжении 3 лет без изменений на последних позициях в рейтинге Верхнеуслонский, Агрыцкий, Новошенинский, Альметьевский районы занимают аутсайдерскую позицию и не предпринимают решительных шагов к изменению ситуации. С этого года Минсельхоз перестанет финансировать устаревшую технику и изношенные здания в хозяйствах. Вечный ремонт перестанет быть вечным. Оценка показала, что нецелесообразно финансировать объекты, у которых максимальный износ и нет возможности внедрять современные технологии. Было принято решение провести перераспределение финансирования в сумме 300 миллионов рублей со статьи капитального ремонта на приобретение минеральных удобрений. Эти деньги уходят к более рентабельным соседям. Больной точкой сегодня министр назвал парк зерноуборочной техники. В республике сейчас 3100 комбайнов, и этого недостаточно. В среднем нагрузка на одну машину 500 гектаров, а в некоторых хозяйствах доходит и до 1000. А потому одна из главных задач – техническая модернизация. Если автопарк требует обновления, то в растениеводстве главная цель – повышение плодородия. Животноводство же, впрочем, как и вся отрасль, переходит в цифру.
Каждому животному присваивается уникальный номер. Это позволяет вести реальный учет поголовья и предотвращать вспышки заболеваний. Особое внимание фермерам. Они производят больше половины продукции сельского хозяйства в республике. Чтобы помочь с реализацией, для них создание потребкооперативов и грантовая поддержка. Приоритет и кормовым центрам. В этом году начнется строительство 20 таких объектов. Страна второй год прирастает, а Татарстан в этой части является лидером. Поэтому спасибо большое животноводам. Знаем, что есть амбициозные планы. Вставляют палки в колеса, птичий грипп и африканская чума свиней. По ним часть районов сейчас на карантине. И за это Рустам Минниханов сегодня подверг критике ветеринаров. Вы нас вовремя не предупредили, мер не приняли. Марат Азатович, давайте более жестко работать в части ветеринарного контроля. Проблема и с кадрами. Только 1 из 5 выпускников аграрных вузов остается работать в отрасли. Большинство из них – бюджетники. Есть достаточно много примеров, которые не совсем, это не зарплата. Он или воровать должен, или что-то такое, приходить на работу только чтобы что-то унести с собой. Отдельная критика президента в адрес глав районов, где сократилось поголовье скота и низкие показатели по надоям. Ряд районов вообще не имеет никаких перспектив, не ищут, не думают. Глава должен определиться. Ты работаешь, ты отвечаешь за свою территорию. Я считаю, что надо сделать выводы, коллеги. В целом же работа в сельском хозяйстве признана успешной. А чтобы помочь аграриям, удержать планку и подняться еще выше, сегодня Татарстан подписал соглашение с Росагролизингом. Салават Мухаммадуллин, Амазиаддинов, ТНВ. Казань. О новинках и технологиях АПК на масштабной выставке Татагроэкспо мы еще расскажем в выпуске, а сейчас к другим новостям. В республике продолжаются масштабные проверки качества питания в образовательных учреждениях. Роспотребнадзор сегодня озвучил информацию о том, что в 356 школах были выявлены нарушения. Это холодные блюда на раздаче, занижение массы порций, а также 17 кухонных работников были носителями рота и норовируса. Прокуратура еще не подвела итоги. Впереди еще десятки проверок. Тема школьного и дошкольного питания сегодня стала ключевой в Госсовете Республики, где увидели корень проблемы и озвучили неожиданное предложение. Почему призывников хотят отправить в школы, услышала Вероника Гайнудинова. Так, маркировка у вас имеется. Есть ли маркировка на посуде, нет ли просрочки и как у поваров дела с медкнижками? Прокуроры совместно с санитарными врачами продолжают проверять соблюдение норм в пищеблоках, сроки хранения продуктов, наличие сопроводительных документов. Сегодня они работали в детском саду номер 330. Детский сад работает по 10-дневному меню, которое нам предоставляет Департамент продовольствия и питания. Согласно меню, они нам привозят продукты. Все, что привозят, хранится в специальном помещении. Это склад продуктов. Здесь определенная температура. А все продукты хранятся в отдельных морозильных камерах и отсеках. Проверять детские сады начали по всей стране еще в ноябре прошлого года по поручению Владимира Путина. После этого специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения в 359 школах республики. В иных объектах были выявлены нарушения маркировки, хранения, то есть то, что сроки годности не переписаны. Тема горячего питания не менее горячо сегодня обсуждалась в Госсовете. Роспотребнадзор озвучил первые итоги масштабных проверок. Занижение температуры готовых блюд на линиях раздачи, занижение массы порций, таких исследований было 1210, обнаружено в 6 школах. Проведено обследование всех работников школ республики. Это 5234 человека на носительство рота, нора и астровирусов. Выявлено 17 носителей. Сотрудники были отстранены от работы. Как оказалось, часть нарушений – следствие другой большой проблемы – нехватки поваров и кухонных работников. Все из-за низкой заработной платы. Средняя – 18 тысяч рублей. Депутаты были удивлены, когда узнали, как начисляются деньги. Одна и та же сумма. Кормит ли он 200 детей или 1000. Кстати, отсюда и холодные блюда. Как решение вопроса депутаты предлагают ввести нормативы, чтобы сумма зависела от количества школьников. Самое неожиданное предложение поступило от Лилии Мавриной – отправить в школы на альтернативную службу призывников. Использовать армейцев, тех, которые закончили, например, кулинарное училище
И вместо того, чтобы служить в армии, они бы пошли работать вот в эти учреждения поварами или подсобниками. Депутаты намерены обратиться в правительство республики по вопросам повышения зарплаты школьным поварам. Еще предложение ввести компенсацию за питание для детей-инвалидов, которые обучаются на дому. У нас сегодня нет механизма компенсации вот того самого хорошего горячего питания. Я почему говорю хорошего? 53 рубля 41 копейка. Это хорошая сумма для семьи в день. И мы не имеем такой возможности. Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации не предполагают никакого вида компенсации, к сожалению. Эти вопросы обсудят завтра на выездном заседании Президиума парламента. Депутаты оценят меню в Казанской гимназии, потом отправятся в Высокогорскую школу. Вероника Гайнудинова, Игорь Романов, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Парламент Татарстана поддержал запрет на передвижные зоопарки. О том, почему депутаты Госсовета против использования зверей в культурно-зрелищных целях, читайте в интернет-газете «Реальное время». Праздник детства обернулся переломом позвоночника. Сегодня в Казани прокуроры проверили батутный центр, в котором в конце января пострадали 3 детей. Родители требуют закрытия центра. Надзорные органы проверяют, кто виноват в ЧП. Точки зрения выслушал Ирамиль Шайтуллин. Данные конструкции вами приобретаются или изготавливаются? Мы их приобрели по договору купли-продажи, есть сертификат на эту всю продукцию. Эту документацию необходимо будет представить? Да, хорошо. Безусловно, мы это все представим. Все ли так, как уверяют владельцы батутного центра, проверяют прокуроры. Надзорные органы сегодня пришли в заведение, где празднование дня рождения обернулось травмами для 3 детей. А по их версии, где все произошло? На батутной арене, я так думаю. Все произошло 24 января. 11 малышей и подростков из одной компании прыгали на батуте. За старших были родители именинника. 2 сутки ребенок начал жаловаться на боли в спине. Айгуль Сафина повела дочь к врачу. Рентген показал закрытый компрессионный перелом 5 и 6 позвонков. Сейчас у нас ребенок на домашнем обучении, в лежачем положении, в корсете. Что могло привести к таким травмам, сегодня выясняют уже прокуроры и инженеры. Проверяют конструкцию батутов, изучают все документы. С какого возраста допускаются дети? Дети у нас допускаются... Сейчас тоже не вспомню. Подобная история в республике уже была 3 года назад. Тогда такие же травмы получили 2 детей в батутном центре в Челнах. По мнению руководителя казанской площадки, вся ответственность на родителях. Травмы происходили из-за невнимательности, скажем так, да, родителей, тех людей, которые сопровождающих. С виду батут совсем не выглядит небезопасным. Стены обиты мягким материалом, сама поверхность довольно прочная и, видимо, отлично пружинит. Потому что, судя по осмотрам медиков, травмы были получены не из-за удара и не из-за падения. Сейчас прокуратура выясняет, сколько времени дети находились на батутах и могли ли длительные прыжки стать причиной травмы. То есть есть у нас полчаса, оплата получается по полчаса, есть на час, есть на безлимитная, получается, безлимитной основе. На безлимитной основе человек может здесь находиться полный рабочий день. По результатам будет дана оценка уже качества оказываемых услуг развлекательных. И как раз-таки будет дана оценка наличию, отсутствию ответственности должностных лиц ООО «Мир». Вопросы перед дознавателями стоят сложные. Чтобы выяснить, кто виноват, предстоит не одна экспертиза. Сами родители ждут вердикта прокуратуры, так как предъявить претензии центру сами не могут. Дети на батутах находились с их письменного согласия. Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Если у вас есть интересные истории, присылайте их на наш WhatsApp. Его номер 8 987 420 0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео могут стать репортажами в наших выпусках. Это новости Татарстана, и смотрите далее. Капитальный ремонт закончился, а проблемы только начинаются. Это вообще безобразие. Недавно случай был, что дети пытались достать эти шнуры. Почему вопросы жителей дома 49 на Фатыха Амирхана 3-й месяц висят в воздухе? Подробности у Натальи Мезиной. Небо, самолет и камера. Мы будем снимать красивые борта, делать прекрасные вещи, радоваться общению. В Казани собрались споттеры со всей России. Какие кадры им удалось сделать, увидел Ильгиз Шакуров.
Стали известны даты празднования Ураза-Байрама и Курбан-Байрама в Татарстане. Указ подписал президент Рустам Минниханов. Итак, Ураза-Байрам верующий Татарстана отметит 13 мая. Курбан-Байрам начнется 20 июля. Их определило Духовное управление мусульман согласно лунному календарю. Напомним, эти праздники в республике объявлены выходными. В Татарстане за минувшие сутки зафиксировано 79 новых случаев коронавируса. 26 человек госпитализированы, сообщает республиканский штаб. В России за сутки количество заболевших снизилось почти на 1000 человек. Всего 14 494 случая. Привиться от коронавируса в ближайшее время можно будет в одном из торговых центров Казани. Сейчас новый пункт вакцинации готовят к открытию. Его уже оснастили необходимым холодильным оборудованием. Всего же в республике сейчас развернуто 103 прививочных пункта. Кто чаще всего приходит на вакцинацию, готов ли Татарстан последовать примеру Удмуртии и отказаться от масочного режима? Подробности далее. Больше 27 тысяч татарстанцев уже привились, и это только начало. В ближайшее время пункт вакцинации развернут в одном из торговых центров Казани. Этот формат появится и в других городах республики. Только при условии того, что мы отвечаем за каждый этап, начиная от доставки вакцины в торговый центр, ее хранения, наличие в кабинете всех необходимых приспособлений, инструментов, как угодно. И только тогда это потенциально возможно. 79 заболевших за сутки в Татарстане – это на 17 человек меньше, чем в Удмуртии, где с 12 февраля отменяют масочный режим. Но у нас с подобными мерами не спешат. Все те ограничительные мероприятия, которые вводились, и, соответственно, снятие ограничительных мероприятий, были очень взвешены и были очень обдуманы и полностью соответствовали той ситуации по заболеваемости в некоторых регионах, и вы могли это тоже отследить, когда одномоментно снимались ограничения. Это был летний период, и мы, в принципе, видели, к чему это приводило, когда потом, через 2 недели, приходилось возвращаться уже к более жестким мерам. В ряде регионов России появились тест-системы, которые позволяют обнаружить вирус за 4 часа, а не за 6, как это было раньше. Со временем они поступят и в Татарстан, сказали в Минздраве. А уже сегодня в некоторые поликлиники республики завезли однодозную вакцину «Спутник Ви». 1 ампула – 1 человек. Раньше необходимо было прививать сразу 5. Ее медики называют 5-дозной. С точки зрения эффективности, безопасности, разницы между этими вакцинами нет никакой. Это лишь удобнее медицинским организациям заниматься, то есть применять вот именно такую вакцину. Но вот та 5-дозная вакцина абсолютно точно так же продолжает использоваться. Сегодня Минздрав прокомментировал ситуацию с антипрививочниками, которые накануне чуть не сорвали круглый стол в Общественной палате по вакцинации. Мы это не рассчитываем в качестве провокации. Наша задача, как Министерство здравоохранения Республики Татарстан, вести диалог с каждым. И степенно, методично объяснять свою позицию, основанную на принципах, в том числе и доказательности. В Татарстане привились 27 118 человек, из них 2-ю дозу получил каждый 5-й. 44% тех, кто вакцинировался спутником ВИ, люди 60+. Алия Хайрудинова, Юлия Гоголева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Капитальный ремонт завершился, а провода остались. Жители 49-го дома по улице Фатыха Амирхана 3-й месяц живут в паутине проволок. Этого ремонта здесь ждали 40 лет, но он оставил ряд проблем. Сейчас жители к своим квартирам вынуждены пробираться сквозь лес кабелей связи. Родители боятся за своих детей. Кто принимал дом и кто теперь будет убирать провода, разбиралась Наталья Мезина. Приходят, когда люди, например, берут вот так и звонят. Один звонок в дверь, и здоровье гостей под угрозой, говорит Роза Гайнулина. Жительница этого дома уже с декабря возвращается к себе, минуя нависшую опасность. Когда ремонт делали, все это открывается, провода, понимаете, снимаются, потолок белится, стены красятся. Но я так полагаю, что надо привести все в нормальное состояние, как было до ремонта. Капитальный ремонт в многоэтажке сделали впервые за 40 лет. Работы завершились в декабре. Но вместо обновленного дома жители получили проблемный подарок под Новый год. С потолка и по стенам висит угрожающая паутина проводов, интернет, кабели, электролинии. Спотыкаемся, дверь открывает, мы такие больные ходим, чуть хожу тоже, и все такие вот. Такого еще не было. Мы думали, вы куда-нибудь спрячете еще, так и думаем.
Мы так думаем. А пока никто не приходил. Но я не застаю. Мне хорошо. С 15-го этажа наша съемочная группа спустилась до 1-го. И такие опасные провода висят на 6 площадках. Только, например, если для невысокого пенсионера пройти через такую гирлянду не составляет труда, то, например, с моим ростом 1,78 м простой выход из квартиры превращается в настоящий квест. Развлечения в свисающих проводах уже нашли дети, говорят жители. Это вообще безобразие. Недавно случай был, что дети пытались достать эти шнуры. До конца дела не довели, капитальный ремонт до конца не сделали. Почему капремонт принес такие неудобства жильцам? Кто несет ответственность за эти сети и кто принимал дом? Мы обратились к экспертам. Управляющая компания составляет обращение к провайдерам, которые эти провода разместили, и непосредственно провайдеры должны устранить все эти нарушения. Но непонятно, по какой причине в рамках и процесса капитального ремонта эта работа не была проведена. 49-й дом по улице Фатыха Амирхана обслуживает управляющая компания «Уютный дом». Оказалось, в ходе капремонта они обращались к провайдерам с требованием убрать свисающие провода. Сейчас из 7 компаний кабели убрали только 3. Мы отправили 26 ноября. Второй раз повторно направили 1 декабря 2020 года. И после этого они уже начали эту работу выполнять. Мы, как управляющая компания, естественно, все это контролируем. О необходимости привести кабели в надлежащее состояние собственников сетей попросили и в мэрии Казани. В доме номер 49 по улице Амирхана короба смонтированы в рамках капитального ремонта 2020 года. Однако упорядочить сети должны сами собственники этих сетей. В течение февраля провайдеры должны устранить замечания, говорят в управляющей компании. А вот провода к звонкам придется убирать хозяевам квартир самостоятельно. Это уже их собственность. Наталья Мизина, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Продолжаем выпуск и возвращаемся к его главной теме. Сегодня на Казань-Экспо открылась масштабная агровыставка. Свои инновационные продукты там представила и компания АПК «Поволжье». АПК «Поволжье» – официальный представитель Буйского химзавода. Это одно из крупнейших предприятий в стране по производству специальных видов удобрений. В компании уверены, ответственное земледелие и грамотное применение минеральных удобрений – залог эффективности сельхозпроизводства и качества продукции. Татарстан – один из наиболее развитых в аграрном плане регионов России. И мы видим, что местные аграрии выбирают для себя лучшее из того, что есть на рынке. Именно это позволяет находить все больше и больше число сторонников продукции Буйского химического завода. На стенде полный комплекс удобрений, адаптированных ко всем современным технологиям в АПК. Ассортимент включает в себя как органоминеральные удобрения для основного внесения, так и комплексные удобрения типа акварин или аквамикс для листовых и капельных подкормок. Мы открыты к сотрудничеству не только с аграриями региона, но и с компаниями, занимающимися оптовыми поставками. Высокое качество за разумную цену – вот наш подход. Сегодня в России более 70% всех тепличных комбинатов работают на буйских удобрениях, самый известный из которых в Татарстане – майский. Выставка продлится до 12 февраля включительно. Свою экспозицию развернул и Техноснаб Ульяновск. Какие образцы техники они представили участникам форума, узнаем прямо сейчас. Посевное оборудование, техника для обработки почвы и производства кормов. Компании «Техноснаб Ульяновск» есть что предложить. Она занимается поставкой надежной сельхозтехники, оборудования и запчастей. «Техноснаб» – официальный дилер ведущих мировых производителей. В нашей линейке присутствует несколько брендов. Это бренды «Фитоагро» – это посевные комплексы. Бренд «Велес» – это почвообрабатывающая техника. И техника «Опол Агри». Это чешский производитель плугов и предпосевных культиваторов. Этот гигант – посевной комплекс. Машина, известная во всем Татарстане. Одна способна заменить 5 тракторов. Это наша самая топовая позиция. Продано около 50 единиц. Практически есть в каждом районе. На любом сельхозпредприятии особое внимание правильной обработке почвы. В помощь плуги, барана и выравниватели компании «Велес». Обычно его очень широко используется при посеве сахарной свеклы, также при посеве кукурузы, проводят предпосевную обработку. Очень многие руководители этим интересуются. Цена приемлемая, во все программы входит. Сегодня техника «Техноснаб Ульяновск» востребована по всей России. «Зенит Казань» обеспечил себе участие в плей-офф волейбольной лиги чемпионов. Казанский клуб в напряженной борьбе выиграл сегодня дома у Берлина со счетом 3-0. Самыми результативными стали Эрвин Гапет и Максим Михайлов. Завтра наши будут играть с Любляной.
Самолеты крупным планом. Сегодня в Казанском аэропорту собрались любители авиационной фотографии. Споттинг, так называют это увлечение, приурочили ко Дню гражданской авиации России. 40 фотографов со всей страны охотились на редкие кадры из жизни самолетов. Что из этого получилось? Удачные кадры попытался поймать Ильгиз Шакуров. Десятки фотокамер направлены в одну сторону. Все они ждут одного момента, как взлетит или сядет самолет. Раз, два, три, и шикарный снимок готов. Сегодня мы будем снимать красивые борта, делать прекрасные вещи, радоваться общению. А как в варежках можно нажимать на кнопку фотоаппарата? Это возможно? Конечно. Я научилась. Так как мы, например, Адель сфотографировали. Оп. 40 фотографов со всей России. Это Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Москва, Санкт-Петербург. Проведение таких споттингов стало для Казанского аэропорта уже традицией. Дмитрий Иванов занимается споттингом только второй год. Приехал специально из Москвы. Говорит, любовь к небу у него в крови. Отец был летчиком, а он продолжает это дело через свои снимки. Мне нравится машина, которая взмывает вверх, несет тебя куда-то в другую. Например, с Москвы в Казань, из Казани в Москву. Это прекрасное чувство. Ну а сейчас мы находимся в самом сердце аэропорта. Диспетчерская вышка – место, куда попадают немногие. Ну и вид здесь для фотографии тоже просто отличный. Фотоохота продлилась больше 5 часов. Споттеры встретили порядка 14 воздушных судов. Проводим его в честь Дня гражданской авиации России. Несмотря на холодную погоду, компания собралась очень интересная, очень мощный коллектив. И вот они, первые фотокадры. Они когда-нибудь станут историческими. А следующий споттинг планируется уже летом, в честь дня рождения аэропорта. Ильгиз Шакуров, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Это все к этому часу. Оставайтесь с нами и до встречи в следующих выпусках новостей. В студии София Егорова. Здравствуйте. Морозный антициклон сдает свои позиции более теплому. Подробности через пару секунд. Не откладывайте заказ вашего нового шкафа-купе. Закажите его в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца февраля доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект шкафа-купе в день обращения. Звоните 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, предстоящие сутки в Букульме, Бавлах и Азнакаево. В погоде без существенных изменений. Местами небольшой снег, днем до -11. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге небольшой снег и слабый мороз. -13-14 градусов. Смягчились морозы также в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. В этом районе не исключен временами снег. В Арске, Кукмаре и Балтаси облачно, теплее, -14. В Болгаре, Дрожжином и Буинске небо в облаках, временами снег, умеренный мороз, -12. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше небольшой снег и -12-14 градусов днем. Избавьтесь от варикоза навсегда, быстро и без боли. В клинике лазерной хирургии варикоза нет на Достоевского. Вздувшиеся вены, отеки, тяжесть в ногах – это признак варикоза. Образование тромбов – его грозное осложнение. Но решение есть. В клинике варикоза нет на Достоевского акция. Скидка на лазерное лечение до 20%. 212 20 40. В Казани облачно, небольшой снег. Ночью -16, днем до -14. Ветер восточный, умеренный до сильного. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 83%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.